На территории Ненецкого округа и Республики Коми продолжается сбор нефтепродуктов на водной поверхности реки Колва и очистка берегов. Напомним, утечка нефтесодержащей жидкости из-за разгерметизации трубопровода в районе Ожского месторождения произошла 11 мая. В итоге основную часть загрязнения, по предварительным расчетам, около 90 тонн, локализовали на суше. Площадь утечки на территории Ненецкого округа в районе самой аварии составила 1,3 гектара. Сейчас эта территория более чем на 70% зачищена. После полной очистки участок ждет техническая, а затем биологическая рекультивация. Около 9 тонн нефтесодержащей жидкости попало в реку, и сейчас в месте аварии и ниже по течению ведется ликвидация последствий. Нам помогает, конечно, температура, с одной стороны, потому что низкая температура способствует тому, что растворимость нефти она существенно снижается. И это дает возможность собирать пленку теми техническими решениями, которые сегодня есть. Это сорбент, тот порошок коричневый, который вы видите, высыпает. Он, по сути, собирает эту пленку в каплю. Капля адсорбируется на любом ближайшем каком-то элементе, пусть это то ветка, берег, и, соответственно, цепляется, создает такие крупные, скажем так, соединения сорбента, который выбрал в себя эту пленку и которая превратилась в каплю нефти. И мы сегодня, по сути, и занимаемся сейчас сбором этого уже отработанного сорбента в прибрежных застойных зонах на протяжении всей реки. Параллельно идет очистка берегов. Речная вода, отступая после паводка, оставила часть нефтепродуктов на берегу и прибрежной растительности. Загрязняющие вещества смывают, а затем улавливают сорбентами и боннами у береговой линии. Работы ведутся круглосуточно при любой погоде, и займут они, как предполагается, не больше месяца. Отметим, что угрозы источникам питьевого водоснабжения для населения изначально не было. Водозаборные сооружения города Усенска расположены на реке Усе выше по течению от впадения Колвы. Снабжение водой сельского населения осуществляется из подземных скважин, расположенных в населенных пунктах. В общей сложности в работах по сбору нефтепродуктов задействовано более 100 сотрудников компаний и специализированных подрядных организаций, свыше 80 единиц техники. На территории Коми и Ненецкого автономного округа на реке Колва развернуты 7 рубежей реагирования. В превентативных целях установлены дополнительные рубежи на реках Уса и Печора, у сел Мутный Материк, Щельябош и деревни Захарвань.